Мы рады вас приветствовать на телеканале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». И сегодня у нас один из очередных очень интересных выпусков, потому что мы сегодня узнаем, как обыкновенное стекло можно превратить в суперпрочное закаленное стекло, которое не боится ударных воздействий. Ну и, конечно, сейчас в этом нам поможет исполнительный директор стекольного завода Эрелик Эргиз. Эрелик, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, расскажите, чем отличается закаленное стекло от обычного стекла? Закаленное стекло крепче обычного в 5-7 раз. Оно подвержено термической обработке и обдувом холодного воздуха резко закаливается. Оно крепче, прочнее и долговечнее, можно сказать, чем обычное сырое стекло. Его применяют в широкоформатном остеклении зданий и сооружений, фасадах, витражах, стеклопакетах. Ну и кроме этого лестничные перила, всевозможные ограждения, ступеньки, лестницы, много чего. Ну, например, я так понимаю, что даже, например, стеклянные мосты, да, вот если мы видим, что люди ходят, и это все на большой высоте, например, значит, есть запас прочности, значит, это стекло закаленное. Это стекло закаленное. То есть я правильно понимаю, что на базе вашего завода можно изготавливать подобные закаленные стекла? Подобные заказы можно сделать, но нам еще необходимо купить оборудование для триплекса в ближайшем будущем. Триплекс это как слоеное? Это 3, допустим, закаленных стекла склеивается, получается, допустим, как стеклопакет, можно сказать, между эвопленка, толстый, допустим, 40-миллиметровый триплекс, и по нему уже спокойно можно ходить и делать стеклянные мосты. Это вы про мосты мне отвечаете? Да. Вообще триплекс он используется для перил, особенно в детских учреждениях или же в больницах, в местах с массовым пребыванием людей. Правильно ли я понимаю, что, например, говорят, сталь закаляется, то есть ее тоже нагревают, потом, допустим, в масле остужают очень резко, да? То есть, здесь происходит каким образом? Нагревается и... Нагревается и остужается потоком воздуха. Холодного. Который подается специально, Там и заслонки есть, и решетка ветровая настраивается. И давление, и время обдува, все по-разному. Для каждой толщины стекла своя настройка. Мы делаем от 4 до 10 миллиметров стекло. 4, 5, 6, 8, 10. Также в душевые перегородки ставим, и в межкомнатные. Ну, я вот здесь вижу некоторое количество инструментов, да, то есть станков, то есть мы их каждого, да, сегодня испробуем на себе, да? Испробуем. Я правильно понимаю, что это для резки, да? Это для резки. Так, маленькая экскурсия. Давайте, пройдемся. Вот какой путь проходит стекло? Вот обычное стекло кладется сюда, да? Обычное стекло. Вот это многофункциональный стол с ЧПУ. Он сам этими присосками с ящика поднимает стекло, ложит на стол, позиционирует его. Оператор нажимает необходимые кнопки нужные, и стол сам режет все это стекло под размер. Может 10-15 ящиков в смену нарезать. Только успевая его подавать, забирать. Да. Вот так она отламывается. Ух ты. Здесь поток воздуха, воздушную подушку создает, и стекло можно передвигать как-то. Это идет прямые линии или можно что-то такое фигурное? Можно фигурное, можно какое хочешь сделать. Просто для удобства у них разломочные эти планки вылезают со всех сторон. То есть это такой огромный, большой автоматизированный стеклорез. Да, это автоматизированный стеклорез. Кроме того, он еще и сам двигается. Можно ящик с этой стороны поставить, с этой стороны он как угодно сам. Ящик это что такое? Ящик со стеклом. Берем и можем подъехать прямо с столом к нему. Вот. Сейчас пока не используем, потому что он предназначен, я это потом понял, на большие объемы. Допустим, какое-нибудь здание строится, мне нужно 5000 квадратных метров стекла одного формата. Плюс-минус одного формата. Тогда он уже необходим, одно и то же действие делает. Либо очень сложное какое-нибудь фигурное надо отрезать. То есть на этом столе реально большое количество стекла нарезать. Сейчас пока объемы небольшие, мы все вручную делаем. А так он предназначен чисто для промышленного.
Это оборудование все промышленное. Вот. После этого приходим на кромку. Кромка у нас необходима для того, чтобы обычное стекло, которое уже нарезали, оно имеет такие острые грани. Можно порезаться и так далее. Да? В печь заходит чисто обработанное с кромкой стекло. Почему? Потому что при нагреве и резком обдуве получается разница температуры и высокое напряжение в стекле образуется. И самое, что боится любое закаленное стекло, это торцы. Поэтому мы их шлифуем. Сейчас я вам покажу, как это очень просто делается. Запихиваем стеклышко. Так, вот оно пошло. Даже несколько можем положить. И разной высоты, да? И разной высоты. Если закаливаем, допустим, стекло 2,50 на метр 30, допустим, огромное 8-миллиметровое стекло, тогда его физически человек никак не поднимет. Для этого нам нужен вот такой манипулятор. Вот этот манипулятор двигается вот вдоль всей этой конструкции, этого оборудования. Можно позиционировать присоски под любым почти градусом. Можно опустить, вверх поднять, вниз опустить. Ну и он присасывается. И это тоже можно обработать кромки даже большого стекла. Да, большого стекла. Мы его, грубо говоря... Можно взять, да? Да, да, можно взять. Так, здесь видим, что используется водичка. И Кромка обрабатывается со всех 4 сторон. Видите, она уже гладкая. И вот таким макаром мы обрабатываем все 4 стороны. Просто когда стекла много ложим, это получается очень даже быстро, потому что как конвейер идет со всех сторон. Вкратце так. Дальше идем. Здесь мы сверлим стекло. Допустим, вот заказывают, кстати, лобовые на спецтехнику. Вот сейчас мы подготовили, его пока отложим в сторону. Это еще не закаленное, да? Это еще не закаленное. Вот. Сейчас покажу, как делается дырка. Вот, допустим, берем такое стекло. Сейчас это отодвинем. Когда шлифует, он у меня вот эта штука. Сейчас еще не помню, как она там настроена. Нет, на каждую толщину стекла и так далее свои настройки. Ну, условно, здесь тоже все автоматизировано. Нажимаем кнопочку. Ух ты, вода наливается прямо, да? Вода наливается. Ну и отпускается это дело. Дырка уже сделана. Все? Ну, это тонкое сверло. Мы можем от 4 до 50 делать дырки. Ну, у меня сверла такие. Они можно коронку купить и на 70 миллиметров. Кстати, ее надо нам приобрести, потому что под розетки для фартуков просят на 70 дырку. А, тоже можно делать сразу, Да, да? мы фартуки делаем. Чем он лучше, чем керамогранитный фартук, его легко мыть. И если даже жир или что-нибудь брызгается, его легко отмыть. А на керамограните, сами знаете, там очень сложно. Как бы гигиенически это выгодно. Ну и плюс она уже термически обработана, и ее, грубо, температура плитки на нее не влияет. Поэтому очень удобно. Вот этот станок делает круглые, овальные, всякие разные столешницы. Здесь подается вода, она брызгается. Условно говоря, вода подается. Вот водичка, да? Вот это дело крутится. Ну и, соответственно, стол сам так тоже крутится. Происходит шлифовка, обработка, да? Обработка кромки ровно такой же, только это для криволинейной обработки. Вот.
Так, что еще? Покажем сейчас. После этого процесса происходит мойка. Сейчас. Так, с этой стороны держим. Здесь находятся вот такие щетки. Они убирают грубые, как там, Загрязнение? загрязнения стекла, да. После этого поролоновые губки их хорошенько тоже Смотри. моют. После этого выходит сюда, здесь у нас стоят 6 стенов, и стекло выходит практически сухое. Условно говоря, Да. берем грязное стекло, после обработки оно все равно в такой пылинке. Берем и ждем. Она все делает сама. Сейчас отсюда будет Здесь радио, да? Ух ты. здесь оно уже обдувается теплым воздухом, поэтому выходит осушенное. Ну, условно говоря, выходит, и оно уже кристально чистое. Его можно уже ложить в печь. После этого мы это дело слаживаем. Ну, расстояние символично по 5 сантиметров оставляем. Нажимаем волшебную кнопку, и она уходит в печь. И вот эта печь уже закаливает полностью стекло, на выходе получается закаленное, да? На выходе получается закаленное. Здесь сразу за один раз можно 4,3 квадрата закалить. За один раз. Ровно вот таких разделочных досок 35 штук заходит. Мы проверили. Это разделочная доска? Это разделочная доска. Также этот стол имеет, вот этот станок, вот это оборудование имеет вот такие ролики, которые поднимаются и также опускаются. Для чего это необходимо? Мы берем, допустим, огромное стекло 2,50 на 1,5 метра. Мы его, работники его ложат на этот ролик и подают прямо накатом на этот приемочный стол. Позиционируем его, ну как нам надо, опускаем, и оно уезжает. И оттуда уже на выходе получается закаленное стекло. Так. Ну, я думаю, что, возможно, некоторые телезрители еще думают, так, зачем так много станков, чтобы сделать закаленное стекло. Давайте мы сейчас вам покажем, проверим на прочность именно то стекло, которое выходит уже после обработки всеми вот этими станками. Испытано на себе. Так, друзья, ну давайте сейчас перейдем непосредственно к тестам. У меня в руках обычное стекло 5 миллиметров, и, соответственно, с виду оно ничем не отличается. Но на самом деле оно закаленное. И сейчас мы... Что-то неуклюже я совсем... Что такое? Так, сейчас, я думаю, ну, уронить его, да, наверное, вам предоставим возможность протестировать. Хорошо. Вот это да, друзья, как видите, стеклу абсолютно ничего. То есть, и даже если вдруг оно разбивается, я правильно понимаю, это как, допустим, так же, как и триплекс в автомобильных стеклах, в лобовых, да, то есть он на безопасные кусочки разбивается. Безопасные мелкие кусочки. Ну, чудес, конечно, не бывает, то есть в любом случае, если какой-то, ну, или накопленная там усталость, вы его там 50, ну, там, не знаю, 20 раз уронили, и стекло, конечно, может разбиться или, допустим, сильно упало, но, тем не менее, вы этим стеклом не порежетесь. И у нас еще есть один тест. Обратите внимание, это стекло тоже сколько миллиметров? 4 миллиметра. 4, еще тоньше даже. Еще тоньше.
Так, и сейчас... Оно спокойно выдерживает мой вес. Я не такой тяжелый, 70 килограммов, но в принципе крепость Чуть-чуть хорошая. прогибается, но ничего себе. Да, но крепкая. И то есть, если, допустим, сложить как сэндвич в панель такую, да, из таких стекол можно делать мосты, да? Можно грубо делать говоря. мосты. Ну, там стекло само 10-миллиметровое должно быть. А, потолще. потолще и, соответственно. Ага. Вот, друзья, ну, как видите, прочности закаленных стекол мы сейчас с вами убедились. Ну, а теперь непосредственно перейдем к практике. И я попробую, да, что-то своими руками сотворить, сделать. Хорошо. Испытано на себе. Так, ну, прежде чем приступить, соответственно, к изготовлению, возьмем готовое, ну, как не готовое, это уже нарезанное, да? Нет, это сырое стекло. А, сырое стекло, тонированное. Тонированное. И я правильно понимаю, что мы будем делать разделочную доску, Да. которая выдерживает падение. А вообще, вот, допустим, ну, бывает такое, я видел, что, допустим, пластиковые, когда используют доски, говорят, это вредно, потому что пластик, допустим, немножко Да, подрезается микропластик. и попадает в пищу. Здесь, соответственно, никаких Да, и вредных... самое хорошее, что в этом стекле, в стеклянной доске, она очень легко моется. Также можно в посудомойке мыть. Для хозяек это самая тема, можно сказать. Мгм. И царапин от ножа не Нет, остается. остается. Ага. Да, она немножко постукивает, но приятно. Мгм. Так, ну давайте отрежем. Это специальный резак, да? Это специальный стеклорез швабра. у А, нас стеклорез. просто Так, 30 сантиметров, да? Это у нас... Как ставится? прилегает к стеклу и режете вот отсюда. Надо стать напротив, вот как я стать надо. А, И- как вы? И отрезать просто. Ага. Вот. Так, я знаю, что это нужно сделать за один раз, да? Да, желательно За один за проход. раз. На стекло. Так, сейчас, держите-ка. Вот так. И режу, да? И режь. Резак ставлю сразу. Ставишь сразу. Сюда держу. Ну, я обычно за палку держу. А, да. вот так, да? И вперед. Сколько давить? Сильно не надо. По своим весом. О, запорол. Ничего страшного. Тут надо именно Так. ловкость рук. Набить руку. И все. Ломается очень просто. Здесь я еще одну отрежу, чтобы не мешало. Нет, давайте я отрежу. Не, здесь она же уже Да, вот это подкоцана. подкоцано. Я попробую. Так. Вы так быстро все делаете, я даже не успеваю. Вот, теперь Так, попробуй. давайте попробуем. Вы видите, я работник, да, года. Уже брак один сделал. А что пошло не так, интересно? Как-то неправильно, наверное. Так, поехали. Вау, получилось. Так, надеюсь. Отлично. Это как будто... Теперь выдергивайте на себя и отламывайте. Так. Вот так, Вниз, да? вниз. Просто? Да, Резко? да. Все. Теперь идем на кромку. Класс. У него 9 моторчиков. Поливает водичкой. Ну и Он кромку шлифует за 2 прохода, да? за 4. За 4. Сначала не надо запоминать, какой стороной ставишь, да? И там уже понятно. А, понятно. Да, Kenan Mesut'dur. Степан Kenan Халларда, он в машине. Я все окна открыл. Если я правильно понял, оно... Так, это что, забираем? Забираем. И уносим туда же. Конвейер не должен останавливаться. Ага. Так, это...
Так. Полирует, шлифует нижнюю часть, да? Нижнюю часть, ага. Так, эти обработаны. Наш доска в том числе идет. В принципе, она уже готова. Готово, да? В принципе. Следующий этап мойка, да? Мойка. Так, давайте я ее положу. Так, кладем ее на мойку. Вроде ровно. Так. А, это вот заготовки это тоже отшлифованные, да? У меня все готово. Так, еще взять, да? Вот эти? Эти тоже, да? На. Друзья, обратите внимание, такое мутное стекло, то есть после шлифовки, такое непрозрачное, и после мойки выходит абсолютно чистым. Я представляю, сколько бы времени было потрачено на то, чтобы вручную все помыть. Здесь только успевай класть и складывать. Друзья, ну вот так легко и непринужденно. Смотрите, какое большое количество еще заодно досок помыли. Дело в том, что сейчас, допустим, мы перейдем уже к следующему этапу. Это печь, про которую сейчас Релик расскажет. Но я так понял, что она очень энергоемкая. И просто использовать ее ради одной доски, это было бы кощунственно, да? Поэтому, чтобы заполнить, так как это, ну, производственная, да, Да. тема, то есть мы сейчас... она двигается. Ходить далеко не надо, все автоматизировано. Смазываем. Объем, не сказал бы большой, но не маленький. Нормально. Производительность печки 530 квадратных метров в смену. Это получается дом типа, как бы сказать вам, если стандартные размеры 1,5 там, на 80, Ага. то такой дом, ну, объем, ну, допустим, парус или панорама можно за 10 дней закалить. Ничего себе. Остеклить полностью. Ну, стекло подготовить, изготовить. А монтаж, конечно, это дело долгое. Ну да. Монтажом мы занимались очень много, поэтому я прекрасно знаю, что такое монтаж. Ну, единственное, что приятно, когда вот таким стеклом пользуешься, ты не порежешься монтажнику, ну, держать удобно и так далее, чем с острой кромкой. Да-да-да. Вот. Ну и плюс не боишься, что ты там разобьешь его и так далее. Потому что, допустим, на 15 этаже монтируешь, и оно у тебя треснет. Ну, не очень приятно. Опять вниз спускаться, опять заказывать новое или резать, привозить. Конечно. Это долговечная крепость. И причем я правильно понял, что если, например, стеклопакет большой, широкоформатный, то желательно тоже использовать закаленное стекло. Да, потому что даже по ГОСТу сырым стеклом нельзя делать широкоформатные окна. Широкоформатный это от скольки? Ну, в барнхаусах там 2,50 на 1,5, 3 на 1,5, вот такие огромные стеклопакеты. Ну да, это небезопасно.
получается, если большое сырое стекло лопнет, то можно порезаться. Вот этот мотор, когда он включится, Ого! с помощью этой раковины нагнетает воздух. Мы Здесь тогда не есть- сможем слышать друг друга, наверное. Да, здесь специальные заслонки и так далее. И с помощью вот этих рукавов нагревается, нагнетается воздух. Да. Вот этот мотор 200 киловатт. Ничего Огромный. себе. Да, он уже включается, да? Сейчас Это- пока нет. А. Он включается через компьютер сам. Друзья, сейчас, грубо говоря, через некоторое время мы, наверное, даже друг друга не сможем слышать, да? То есть он шумный. Поэтому сейчас все объясняем. 200 киловатт мотор крутит большую крыльчатку, которая подает воздух под давлением. И именно этот воздух охлаждает стекла после большого нагрева. Нагрев почти до 700 градусов, получается, происходит. Что-то уже заводится там автоматически, да, все? Нет, это у меня компрессор. Ого. Вот этот компрессор нагнетает воздух через вот в эту емкость, она на 700 литров. Есть осушитель воздуха обязательно. И все это по системе идет по всем станкам. Он еще и осушает воздух? Не, ну осушает. Подготавливает. Да, подготавливает. Потому что влажность в Расширяет. помещении, короче, отрицательно влияет на подачу воздуха на инструмент. Ничего себе. Друзья, обратите внимание, осушитель специальный воздуха, который, ну, в общем, в этом баке, в компрессоре, в самом воздух уже осушенный. А влага что делает, как мы знаем, она, ну, понятно, коррозия, а еще, если там играет давление, ну, например, вот была раньше такая мода закачивать в шины азот, да, на зиму. И это реально работало, то есть, допустим, 2,2 накачали в колесо, и оно всю зиму у вас даже в минус 50, если накачали, например, в 0 градусов, да, в минус 50 она у вас будет точно так же 2,2, потому что азот не имеет влаги. То же самое можно сделать с осушенным кислородом, воздухом, то есть воздух осушили, и уже влага там не играет. То есть сухой воздух, он не будет расширяться или сжиматься. А сейчас он накачивает, да? Или Сейчас он накачивает, он как только очень тихий? Да, давление падает, он сразу автоматически включается. Система фильтрации воздуха жесткая. Исключительно чистый воздух подается. Но я Так. только что объяснял, что осушенный воздух тоже можно шины накачивать, они давление не будут терять. Ну, так, Зимой. наверное. Потом смотри, нажимаешь вот эту кнопку. Я? Да, вот О. эту желтую кнопку. Сейчас? Сейчас, и процесс пошел. И нам нужно будет еще успевать вон те подкладывать, да? Ничего не надо подкладывать. А, не Всё, надо? Нажимаем. нажимаешь. О, достаточно быстро. Внутри печи есть керамические ролики. Он сейчас остановится, да? Сейчас он сам закроется и будет внутри печи Запекать. расплавлять Вот стекло. это одна порция. Это одна Мы порция. загрузили. Все, понял. То есть, давайте. Ну тут не видно. То есть сама печь, она закрыта. То есть вон там жара 700 градусов. О, видно эти, насколько там разогреты тены. Видно, что до красноты, да? Да, до красоты. А вот это что делает? Это их двигает Она туда-сюда? туда-сюда двигает. Чтобы кроликам соприкосновения не было сильного. Ну да. И стекло равномерно, чтобы нагревалось. Это лучше показать на компьютере. Там видно, да? Так, давайте посмотрим. Компьютер тоже очень умный. Сейчас вот стекло гуляет Туда-сюда. налево-направо по камере нагрева. Как только 105 секунд осталось. 105 секунд пройдет, он перейдет сюда. Здесь уже будет обдуваться 40 секунд. И потом 60 секунд охлаждаться. И выходит уже как готовое. Ничего себе. Ну, то есть вот эта площадка, она загружает сюда и еще позволяет ей там свободно перемещаться. Да, вот это влево-вправо. погрузочный стол, это камера нагрева, это камера обдува, здесь разгрузка. Так, начал запускаться
мотор охладителя. Он не только звучит, такая вибрация идет небольшая прям. Как реактивный мотор от Боинга. Я думал сейчас... Все, готово, да? Все готово. Они уже остывшие, слегка Да. теплые. Вообще. Это градусов 30 может. Ну и вообще тепленькие просто. Все, закаленная доска. Закаленное стекло. Сейчас мы... Безопасная, прочная, гигиеничная. Ну, удобно в использовании. Сейчас мы собираем ее, да? Просто собираем. По идее быстро, да? Сколько минут? По идее сколько там? 2-3 минуты и все. Готово. Очень быстро делается. Но, то есть, в принципе, процесс не такой длительный, да, то есть, как бы, благодаря конвейеру, вот буквально несколько минут назад мы эти доски обработали, например, мыли, и уже они готовые. Еще одну тему покажу. Давайте. Да, друзья, мы сейчас разговаривали. Оказывается, в целом вот эти доски, они используются как заполнение для печи, например, если лобовое стекло, да, заказали. Да. Или столешницы какие-нибудь. Да, большое, и, соответственно, пробелы оно как бы заменяет. И еще это позволило не выкидывать обрезки, да, старые. Обрезки. Раньше выкидывали, а сейчас... Сейчас мы их как бы безотходное производство. И еще, бывает такой нюанс, маленький микроскол на торце стекла. Ага. Либо стекло дверное, допустим, душевое, с дыркой. Плохо обработано, либо микротрещина есть, но ее визуально не видно. Угу. Тогда в печи в зоне обдува лопается она, разбивается, поэтому как бы получается убыток. Но мы придумали одну тему. Ну-ка. Сейчас я хочу поэкспериментировать у себя на даче. Ага. Вот эти обрезки безопасные мы тоже не выкидываем. А что с ними можно сделать? Я хочу у себя на мангальной зоне тонким вот таким слоем, сантиметров 5, ну тупо все выложить, насыпать этот как бы стеклянную крошку и эпоксидкой залить. И тогда будет типа тротуара, опять-таки не горит, опять-таки красиво смотрится и вообще красота. То есть оно играет объем, закрывает объем, да? И эпоксидки меньше используется. Да, и красиво. Крепко, красиво. И безопасно, не порежется. Точно. Поэтому вообще безотходная получается. Интересная тема, да. Так, у нас уже снова заводится компрессор. Мы, наверное, пока не будем говорить. А воздух откуда берет? С улицы? Помещение. оттуда. Помещение, да? Одна треснула, да? Вот такой бой бывает. Из-за микротрещина на кромке. Это ничего страшного. Так, вторая партия вышла. Ну и как отвечал и релик, соответственно, бывает так, что если в стекле есть какой-то дефект, то он уже... ну, с другой стороны, это как бы такие дефектные стекла уже отсеивает, да? Да. То есть если где-то была микротрещина, то... Как бы потребителю уходит уже качественный товар. Ну.
Сюда можно, да? А, ну, Это все готовые, да? они все готовы. Так, и, соответственно, наша закаленная доска из стекла, доска из закаленного стекла разделочная, как видите, готова. Достаточно хороший размер. В целом, например, я так понимаю, что можно, допустим, и столешницу, да, сделать сверху. Такая будет очень защищать, соответственно, сам стол. А вот это вы делаете лобовые, да, получается? Нет, это у нас двери от тракторов. Вот привозят с деревень. Ага. Всякие такие фигурные двери Ага. и просят собрать. Вот этот трактор китайского производства Шантуй, он, по-моему, снят уже. Китай же идет 7-мильными шагами. Ну-ну. Если даже, допустим, какой-нибудь сейчас модный автомобиль Хавал, да, допустим, 2021 года уже стекло не найдешь, ни лобовое, ни такое. То У есть... них каждый год стекло меняется, то есть, и поэтому вот трактора, вот эти трактора, не знаю, чего производства, но скорее всего китайское, уже таких стекол не найдешь. Кроме того, лодочные корпуса вот эти заказывают. Пленка, она мутная становится, ничего не видно. Поэтому закаленного стекла делают, оно прозрачное и не ломается. И вездеходы заказывают. Ну, то есть, в целом, там везде, где используется закаленное стекло, то есть в трактор вставили, и оно также прочное и прозрачное. И прозрачное, и крепкое. Что плохо, потом не возвращается, оно же не ломается. То есть это как этот закон маркетинга, да? Нужно делать вещи, которые все-таки когда-нибудь сломаются. Да, что-то типа того. Ну, у нас пока еще не приходили. Бывает, да, принесут на картонке какой-нибудь образец, сняли там сами в деревне, привезли, а оно у них не влезает. А вторичной обработке уже закаленное стекло не подлежит. Ага. Ты его хоть как ни стеклорезом не отрежешь, ни болгаркой не отрежешь, ни шлифанешь, ничего не, сразу лопается. Именно, говорю же, с торца она боится. Народу уже, как сказать, понравилось то, что мы делаем оперативно и под любой размер, любую толщину. И в целом вот эти изгибы, например, тоже можно все вырезать. Вот эти овалы тогда Овалы, все да? вырезаются. Вся кромка шлифуется, обрабатывается. Ну что, друзья, я думаю, сегодня был очень интересный выпуск. Очень отрадно, что это местное производство. То есть здесь у нас в Якутске, да, то есть можно изготавливать подобные закаленные стекла. Ну, как понимаете, что разделочная доска это, допустим, такой побочный продукт, но тем не менее очень большой спектр работ можно делать, то есть вплоть до остекления фасадов. Поэтому, Релик, большое вам спасибо за очень интересную экскурсию. Я на самом деле как бы был удивлен таким качеством станков и вообще возможностями производства. Но я думаю, что еще хотелось бы поблагодарить вас за разделочную доску, потому что Релик сказал, ты сам сделал и можешь ее использовать дома. Думаю, супруга будет очень рада. Достаточно хорошая, практичная вещь. Поэтому, друзья, следите за нашими выпусками. Всем хорошего лета и до новых встреч в эфире. А еще раз хотелось бы поблагодарить стекольный завод за возможность провести эту съемку. Спасибо. Спасибо. Так, друзья, Релик сказал, что он 270 килограмм. Вот я сейчас 105, может 110 килограмм. Что-то страшновато вообще. Ого, меня выдерживает. Короче, это получается... Можно качаться? Серьезно? Оно не треснет? Ого, говорят, 145 килограмм может выдержать таким образом. Прогибается? С ума сойти. Так, класс.